Добрый день. Сегодня такая тема, что касается не только сахаязычных граждан Якутии. Поэтому выпуск будет на русском языке. Речь пойдет о миграционной политике. Страшный террористический акт в Подмосковье показал, что даже в такой беспечной стране, как Россия, нужна какая-никакая миграционная политика. В России только миграционной политики нет. Есть все. И президент, и правительство, герб, флаг, гимн, судьи, полиция, которая власть бережет, армия, которая специальные военные операции проводит. Вот только миграционной политики нет. Значит, нет и границ. То есть любой враг может топтать наши земли. У нас в Якутии, знаете, на этой почве иногда случаются стихийные митинги, беспорядки. Но глава республики раза два даже выдавал запрет заниматься определенными видами деятельности мигрантам. Но я считаю, это ерунда, отшкаптирательство, не более. Потому что подавляющее большинство наших мигрантов – это граждане стран-участниц таможенного союза. То есть это Кыргызстана, Армении, Казахстана, ну Казахстана мало там, конечно, Узбекистана. Как им запретить заниматься той же строительством или торговлей, зарабатывать на такси? Никак нельзя. Это разве что будет касаться граждан Таджикистана, но лично я никакого изменения вот этих запретов не вижу. Я вот смотрю социальные сети, где говорится о террористическом акте в Курокут-Сити. Но понимаю, что эмоции у людей зашкаливают, но как-то становится не по себе, когда людей отождествляют животными. Надо помнить одно. Пока нет приговора суда, они являются только подозреваемыми. В этой связи у меня такие мысли. Во всем виноваты, я считаю, капуги чиновники. И наши бизнесмены, которые знают только возить иностранных рабочих, и чиновники, которые, я не знаю, не могу это прямо утверждать, но за какие-то взятки или какие-то вознаграждения раздают российские паспорта, что называется, налево-направо. Но понимаю, конечно, демократия, понимаю, либеральная экономика, глобальный рынок труда, но, честно говоря, это все воспринимается с трудом. Получается, что наше государство не защищает своих граждан. А ведь у государства только одно предназначение. Иного предназначения нету. Это защита своих граждан, собственных граждан, а не чужих. Получается, что рабочие места заняты иностранными рабочими, а свои граждане без работы, без зарплаты, значит и без пенсии, без будущего, без иных социальных благ. То есть государство не сумело защитить их права и интересы, ну или наплевало.
Я так считаю. В конечном счете получается, что незащищенными остаются граждане России. Но кто такой хапуга? Хапуга чиновник. Это человек, который только и знает, что хапает. Стяжатель. Вот новорожденный ребенок еще не умеет управлять своими природными инстинктами, потому что все попадает в руки, тащит в рот. Это инстинкт самосохранения, заложенный человека в глобальном масштабе. Ребенок еще головой не думает, но спинной мозг ему подсказывает, что голод смертелен. И он все, что попадается в руки, пихает в рот. А проходит время, ребенок подрастает, начинает управлять своими инстинктами, то есть постепенно превращается в человека, становится человеком. Но, к сожалению, есть те, которые, остаются животными и продолжают хапать все, что попадется во славу своей утробы. То есть в нашем случае животным как раз являются чиновники, которые бедают миграцией, а мигранты как раз являются лапсами, которые ловят этих наших чиновников на всякими ухищрениями, всякими приманками. Есть такое сладкое слово бакшиш. Это, откровенно сказать, это взятка, которая никак не осуждается на родину у наших мигрантов. Это считается обычай такой. Поэтому, когда они здесь дают взятки нашим чиновникам, они не считают, что это нарушает закон и какие-то моральные нормы. И думаете, это такой страшный, ужасный теракт Крокус Сити Холл остановит это разудалую раздачу сертификатов на знание русского языка, вида на жительство, российских паспортов. Как бы не так. И не исчезнут и резиновые квартиры, легион невест, которые заключают фиктивные браки с иностранцами. И совершенно бесполезно взывать к сознательности, патриотизму и так далее, даже пугать тем, что страна превратится в театр военных действий или каких-то террористических актов без перерыва. В таком случае мародеров, думается, станет еще больше. Животных останавливают только загоны, огороженные пастбища. В нашем случае суровые законы. Поэтому нужен, я считаю, нужен закон, запрещающий раздачу российских паспортов, российское гражданство. Но сами посудите, зачем человеку, который приезжает в Россию зарабатывать деньги, вид на жительство, только что через 5 лет получить российское гражданство? Зачем человеку, иностранцу, заключать фиктивный брак с гражданкой России, чтобы уже через 3 года получить это самое гражданство? И потом, и после этого, как говорится, цыганским табором перевести всю свою родню на всех. Можно понять, что нашей развивающейся экономике нужны рабочие руки. Это я могу понять. Потому что понимаю, что демография у нас не ахты как, дети не рождаются, население стареет. Если раньше когда-то было на одного пенсионера 6 работников, сегодня 2, а вот скоро будет наоборот, на 2, на 2 пенсионеров
один работник будет. Поэтому, как ни крути, наверное, мигранты нужны. Но иностранному рабочему, который зарабатывает, приезжает сюда зарабатывать, хватит и разрешения на временное пребывание. Такое разрешение добропорядочный мигрант может получить сколько угодно, столько же приезжать на заработки. Ну, заработал, уехал в свою любимую родину, отдохнул, приехал обратно. Поэтому закон нужен обязательно. Строгий закон. Законов уважают везде. Что в Африке, что в Америке, что у нас. Закон уважают. Так у людей зародится уважение к российскому паспорту. А без уважения ничего у нас не получится. Ни братские отношения, ни совместная история ничего не спасет. Это надо понять, что это не те советские люди, к которым мы привыкли во времена советской власти. Это совсем другие люди, совсем другой народ. Поэтому нужна четкая миграционная политика и строгий закон. Уважать что означает? Означает это восхищаться. В том числе мудро построенной миграционной политикой. И это означает, что мы будем запрещать торговать гражданством. Если гражданство можно купить запросто, какое уважение может быть к нашему российскому паспорту? Конечно же нет. Конечно, эти запреты не должны касаться, например, определенных категорий людей, например, русских, которые решаются возвратиться в историческую родину. Но закон должен быть. Должно быть уважение российскому гражданству, российскому паспорту. Этого и пожелаем нашему родному государству. Спасибо за внимание. До следующей встречи.